Хорошо в деревне летом. Пахнет сеном и говном. Не, на самом деле, ребята, в деревне летом это, да, это своя стихия, своя движуха. Зимой скучно, земной мрак. Ну, лето, во-первых, приезжают дачники. Многие, кто уехал с деревни, живут в городе, но все-таки лето проводят в деревне. Кто-то к родителям, кто-то к бабушкам. Ну, в общем, сами понимаете, да? Из вас сейчас тоже многие уехали на дачи и занимаются огородами, грядками. В общем, с города свалили. Многие сейчас они где-то в деревнях, где-то в поселках и так далее. Да, ребят, на юге Республики Коми погода радует. 27 градусов. В общем, уже четвертый день, как вот в районе 30-ки, ребят. Погода закрепилась, тепло. Ну, что-то через день гроза, что-то дождик. Сегодня ночью тоже была гроза. Так, немножко ливануло. И потом парит вот это все, знаете. Такой заряженный воздух. Не люблю я такую, конечно, температуру. Именно не то, что температуру, а именно такого плана воздуха. Он такой заряженный, сыроватый. Вот. Ну, в целом, жить можно, так скажем. Северяне, наверное, многие не переносят температуру такую жаркую. Вот. Когда я был в Астрахани на рыбалке, для меня тяжело дались, ребята, эти 5 дней. Но очень слишком жарко. Во-первых, днем бешеная температура, не только в тени, но и на солнце. Но ночью не спасает, потому что ночью 30, ребята. Вода в реке очень горячая, и ты не остываешь. Тяжело, тяжело, конечно. Ну, понятно, что привычка, нужно иметь привычку. Вот. Также и как бы и южанин, если приедет на север, для него, возможно, не будет комфортно. Но все же, май радует, ребят, вода падает. Отлично сегодня. Очередной выезд на рыбалку. Ну, с утреца, ребят, подготовка небольшая. Давно не писал такого формата ролики, хотя многим это заходит. Вот. Даже для этого я хотел создать лайв-канал, больше вещать не только о рыбалке, да, ну и после рыбалки или до рыбалки, что происходит, в общем, какие-то телодвижения. Ну, делал вопрос давно уже, в принципе, можно повторить, и проголосовали люди, что Андрюха, заливай все в один канал. Это, с одной стороны, очень плохо, это убивает канал, потому что одним нравятся грибы, другим нравится там рыбалка, да, и, в общем, вот разделяются люди за и против, и, соответственно, здесь алгоритмы Ютуба делают некрасиво потом, да. И так сейчас многие поразбежались. Вот. И сегодня вот такое видео, ребят. В большей степени отвечу на вопросы, скорее всего. И это даже касается не на YouTube, а много пишут людей с Рутуба. Потому что канал молодой, там всего лишь год. Я его веду, там уже 12-13 тысяч подписчиков. Вот, я так понимаю, что люди новые, подписались недавно. И как бы, да, вот если кто-то давний подписчик, зритель, да, смотрит давно и знает, то понятно, много вопросов задают. И как бы вот опять приходится перегружать. Ведешь и так 3-4 соцсети, и, соответственно, наваливают, и надо успевать и там ответить, как-то пообщаться со зрителями. Я считаю, это очень важно, если ты ведешь соцсеть, и как минимум ты должен заметить зрителя, поставить хотя бы там сердечко, лайк, чтобы человек видел, что обратная связь есть. Если нет обратной связи, да, это неинтересно. Есть такое, да, и как бы я замечал, когда пишешь с вопросом человеку, который выложил видео, и нет никакого ответа, как бы понятно, что все мы заняты, да, не как бы нет возможности там отвечать каждые там 3 секунды, там, ну, проходит и день, и два, и неделя бывает, но все равно потом по возможности я, ребят, читаю каждый комментарий, стараюсь ответить, как бы донести информацию, если я ей владею. Вот, ну, в общем, как-то оно так. Так что, ребят, пока с утреца пораньше докопал там грядочку, очень хорошие черви там, такой пучок солидный подсобрал. В общем, сейчас такая, ребят, знаете, движуха огородная, и у меня подзаряжены, в общем, мои соседи, в первую очередь моя мама. Вот, она
естественно, занимается грядками, да, там, если картошку там вспахали, то маленькие грядки это все равно вручную, парнички и так далее. И вот она там чуть-чуть добыла, там чуть-чуть добыла, потому что черви это непосредственная наживка, в первую очередь у меня. И сейчас ее нужно много, и когда есть возможность, то бишь, мы ее заготавливаем. Я ее заготавливаю в бак, в дровянике. Там хоть и на улице 30-ка, но там прохлада. А дров, там своя такая, знаете, атмосфера. В большой таре, естественно, в маленькой таре в такой температуре, ребят, держать не стоит. Тоже спрашивали, кстати, как хранишь. Вот, и вот собирается, и потихоньку потом перед каждой рыбалочкой собираешь энное количество в баночку и уже уезжаешь. Обязательно свежей травы, вот, в периодичности. Летом подкармливать не стоит, потому что трава вот это все. А вот если зимой держать, то да, можно нефиля добавлять чайные, там яйцо вбить. Любят они кожурки банановые. Ну вот, в общем, какую-то траву гнилую, какую-то лист. Вот это все нравится червям. И, соответственно, многие в деревнях заготавливают и зимой рыбачат. Ну, а я как доночник, да, вот здесь очень много надо. Ну, если на налима, если ты приехал на фидеры, у тебя 2 фидера или 2 поплавочные удочки, ладно, допустим, даже если ты поставил, зарядил одного червя на 1 крючок, тебе нужно их 2. А если ты располовинил, то вообще 1. То, ребят, на донке, извините, каждая донка по 2 поводка и насаживаешь минимум 3 червя на 1 крючок. Соответственно, на одну донку ты тратишь 6-7-8 червей. Донок 10, соответственно, представляете, да, ребят, на один заброс, грубо говоря, ну так грубо, у нас уходит 60 червей. 60 червей. То смотрите сами. Купить дендробену, в которой 200-170 рублей пачка в 22 штуки. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Тут просто рыбалка будет бешеная. Да, когда весна, мелочь не активна. Бывает, что как зарядил и клева нету, и у тебя всю ночь простояла. А бывало вот сейчас крайний выезд, но мелочь уже активная и, соответственно, тебя обдирает. А налим надо ждать и приходится перенасаживать часто. Ладно, ребят, разговорились. Так, в планах съездить на реку. Был дождь, надо подготовить лодку. Она у меня стоит на базе. Но она не зачехленная, ребят. Хотя есть стенд, я вам показывал, да, но сами понимаете, подъезжаешь носом и не совсем удобно как-то зачехляться. Это все-таки более транспортировочный. И когда он у тебя на прицепе, ты можешь подойти с той стороны, там утянуться, там утянуться. Когда вы ходите из лодки, и это неудобно. Соответственно, даже дождь, в лодке вода. Съездим, заправимся, помою лодку после последних выездов, немножко загрязнил, еще давал корешку знакомому покататься, вот, приехал, попросил, ну, не всем, конечно, даю, но дядька попросил съездить, я ему дал, вот, подзаправлюсь, десяточку плюхнем, и немножко о лодочке расскажу, потому что вот как раз, ну вот, повторюсь, в Рутубе много людей именно интересуются, что за лодка, что за у тебя баркас такой интересный. Немножко пообщаемся, подведем итоги. Лодке уже 3 года, 4-й год пошел. Что произошло, что с ней случилось, такие дела. Поехали.
Надо заправить коньяку. Периодичности хоть. А то езжу. Ну так, возле деревни, по деревне, ну. Надо хоть немножко добавлять. Вообще не ест, ребята, четырехтактный. Полный. Вообще, я не знаю, неделю назад заправлялся. 500 грамм съел. Бак 7 литров. Да. Вот что значит четырехтактный. Да, мотоцикл-то четырехтактный, а вот лодочка, ребята, 2 такта. Здесь уже расход немножко другой. Масло, мерка, коняки отдыхают. Приезжал Саныч в гости. Саныч, как обычно, с гостинцами. Саныч, от души тебе 40 литров бензина привез. На, говорит, Андрюха, катаешься много, говорит. Тебе, говорит. Ну да, ребят, в первую очередь топливо надо кормить. Ну, зимой, понятно, мотобуксировщик, а летом мотоцикл, моторная лодка. Ну и сейчас там триммеры пойдут, пила, понятное дело. Сейчас попилили неплохо, менял тротуары, забор делали. Вот старое все, ребят, распилил. И у себя участок сейчас тоже там заборы меняем. Здесь у мамы. Так, 200 грамм, ребята, на 10 литров. Ну, я добавляю, ребят, 250. Это рекомендовали дядьки, механики. Андрюха говорит, не жалей. Потому что это жизнь двухтактного двигателя. Пускай он будет дыметь чуть-чуть больше, но зато, ребят, походит. Кстати, по поводу масла спрашивали тоже, какое масло использую. Ребят, ходил на разных, пробовал. И такое, и такое. Вот второй год уже на Хайди. 4 литра получается. В прошлом году взял. Вот тут у меня уже остатки. 3,100 что ли, 3,200 на Озоне. Вот буквально на днях пришла очередная канистрочка. Потому что хожу много, ребятки. Вот, считайте, почти 4 литра масла ухандокал за сезон. Это на 9,9. Ну, это не сказать, что много. Водометчики, наверное, сейчас вообще посмеются. Ну, напишите, ребят, сколько вы тратите масла. Нормально так запечатали. Прямо от души. Кстати, какой-то из транспортной компании с деком вроде, ребят, мне масло не отправили. Типа, ну, мы не перевозим горючее смазочные вещества. С какой-то из транспортных компаний был запрет. А вот тут Озоном, пожалуйста. Хрена себе, от души запаковали. Да, все то же самое. Да. Канистрочка. Эту добиваем. Осталось, не знаю, грамм 500. Может, меньше. Так, ну что. В общем, 250 грамм, ребят, не жалейте. 230, 240 там примерно. Ну, лучше пускай будет больше, нежели меньше.
Ах ты. Десяточку отвезем, плюхнем в бак. Там чуть меньше полбака. Ну, я люблю, чтобы было запасом. Такие дела. Заскочил на пляжик, ребятки. Тут возле деревни. Вот, рыбка плещется. Пляжи уже открываются. Вон даже видно, как вода падает. Так, чтобы вы понимали, она вот туда заходила.
Вот дорога, сюда можно заехать. Я когда-то здесь ночевал даже. Конец сезона, да, закрытие. Может, увидел видео. Я вот здесь стоял. Понятно? Где-то там. И вот видно бук, полоса, бук, даже еще не подсох пляж. Вот. Вода такая прохладненькая. Сполоснул, ребята, у меня там в кустах стояло. Все в этот трава, не трава, а вот это. Засыпал лодку. Сполоснул, коврик хочу помыть. Вот здесь более-менее удобно. Вот. Ну и немножко пообщаемся по поводу лодки, как я обещал. Ветки. Семена пустили. Семена нам не нужны. Так, ребят, ну чё, внешний вид данной лодки выглядит вот так. Нищая комплектация, так скажем, да. Я, в принципе, и добивался того, что для меня это чисто кормилица, транспорт, надежность, устойчивость и так далее. Вот. Данная лодка от компании Roger. Призма 400, ребят. Вот. 3 года данной лодки. Лодка полностью из ПНД, из цельного пластика. Вот. Брал я ее в Кирове, в Кировская область. Есть, кстати, ролик. Можете посмотреть, как я ездил. Забирали мы, в общем. Очень мне зашла. Ходил я изначально на ПВХ. Было у меня пару лодок. Флагман Игла 380. Потом у меня Гладиатор был 380. И все-таки я склонялся уже к жесткому корпусу. Ну, искал какую-то бэушную казанку, что-то такое, деревенскую, знаете. Ну, в общем, потом вот я наткнулся и на данные модельки. И в целом, как бы, многие писали и говорили, что Андрюха, пластик как-то несерьезно. Ребят, вообще просто огонь. За 3 года эксплуатации у меня даже, я не знаю, даже нету какого-то намека, что какой-то шов там, да, она же получается спаянная, что где-то что-то как-то здесь у меня потрескалось или что-то еще, потому что лодка хранится, ребят, конкретно на улице, зимой в морозы, понятно, летом в жару. Стоит она у меня на базе, на воде. Я ранее весной ее спускаю, почти там из самых первых, и забираю почти из самых последних. В прошлом году я забирал самый последний. Уже лед, ребят, заберики были, потому что по налиму хожу. Вот. Вообще никаких намеков нету, что что-то здесь где-то треснуло, как-то лопнуло. Ну, именно по соединениям. Вот. Лодка весит, ребят, 135 килограмм. Да, она не легкая, чтобы вы понимали. Но это чисто пустой корпус. Вместе с банками и с веслами весит, ребята, 150 килограмм. Ну, тут, понятно, тяжелый массив весел. Ну, и, в общем, сидушки тоже очень толстые, с таким резиновым кантиком. Ничего не полопалось, не потрескалось.
Садимся вдвоем, ширина позволяет. Не помню, сколько ширина, ребят. 1,5 метра, наверное, банка. Спокойно садимся вдвоем. Там 200 килограмм. Все, красота. Вот банки в таких полозьях алюминиевых. Все клепки, заклепки из алюминия, что мне нравится. Нет какого-то намека, что здесь что-то как-то заржавело. Потому что, ну, под дождем, понятно, стоит. Вот, барашками отрегулировали, подвинули, убрали. Вот так я, бывает, ложусь, отдыхаю здесь. Корпус восьмерка. Корпус восьмерка, да. А ребра вот эти, ребятки, трешка. Ну и транец получается тоже трешка. Вот, транец уже, ребят, был, то бишь он уже по ГОСТу сделанный. Знаете, бывает, там подкладывают что-то выше, ниже, там. Все, нацепил, до упора повесил. Данная лодка на моторе 9,9-15 хожу. Все, красота. Второе деление. Все, идеально, никакого прохвата, никакого-то что-то еще такого не наблюдал. Комплект, ребят, как я и говорил, 380 килограмм грузоподъемность. 150 получается весит весь комплект. Это весла, лодка, банки. 40 мотор. 190 килограмм плюс бак. Ну, 200 килограмм, ребят, это не регистрат. Соответственно, спокойно можно ходить. Никаких прав, ничего не нужно. Да, комплектация нищая. Ничего такого нету. Каких-то рундуков, что-то еще там, да, вот. Да, она простая. Такая, как плоскогдоночка, но она очень ходко ходит. Вот. Есть, естественно, киль небольшой. Вот. Здесь такая площадка. Кстати, ее можно спокойно открутить, убрать. Вот. Ну и там получается отверстие, чтобы вода стекала. Сливная пробочка присутствует. Вот. Ну и здесь вот, так как это блок паучести получается, ну здесь вот крышка такая. И там как небольшой рундук, у меня там небольшой ремкомплект, там воронка и так далее. Вот. Как-то вот, не знаю, ребят, так, что-то еще сказать, показать. Ни в коем случае не подумайте, там, что реклама. За 3 года вот просто хотелось людям донести, что уверенно, не боится ни солнца, ни мороза. Красота. Очень доволен, ребята. Да, можно, конечно, какие-то ерундучки, да, сделать, там что-то еще. Также можно, я не знаю, и фары какие-то придумать, там, допустим, потому что к мотору можно подсоединить проводку, также заряжаться. Ну, мне, в принципе, устраивает. Я конкретно с лодки не рыбачу. Спокойно здесь можно стоять, танцевать, ходить. Вот. Также можно установить, наверное, под спиннинги вот эти держатели, под эхолот. Но я же говорю, я как бы, это чисто у меня переезд от точки А до точки Б. Максимальный мотор можно повесить, ребят, 20 сил. Как бы, то бишь 9,9, да, не регистрат. Сейчас есть прошки 9,9 Pro. Соответственно, тоже будет не регистрат. 18 кобыл. Будет еще в запас. То вообще можно будет летать, не перелетать. Вот. Ну, что-то добавить еще. Не знаю. Ну, здесь вот это для рук сделано. Здесь для рук, понятно, пассажирам. Ну и там, допустим, также, если что-то тащить. Вот. Вот чисто весла, ребят, сгорели от солнца. Лак, видите? Вот она как бы вот так выглядела изначально. Сейчас вот такого некрасивого вида. Подсказали мне здесь, корешок у меня подсказал. Я хотел красить. Он говорит, продается термоусадка толстая. И обтянуть термоусадкой полностью. И тогда вообще будет красота. Кстати, очень хорошо управляется веслами. Как бы, ну, есть моменты, что там сетки проверяли. Вот спокойно гребешь, управляешь. Все очень удобно, все классно сделано. Регулируешь и нормально. То бишь такая вот лодочка. Простая, но очень ходкая. Мне очень нравится.
как-то вот она вот так. Изначально, да, когда я ее привез, многие удивлялись и не понимали, как-то такой вид у нее интересный. Но потом она себя показала, ребят, что реально неплохая лодка для таких целей, как бы. Ну, понятно, что можно с нее и рыбачить, а так в целом передвижение ничего мне здесь не мешает. Очень большой объем, ну, понимаете, да, тут у вас баллон, там у вас баллон, допустим, там еще у вас там консоль стоит, там сиденье, все, место занимает. Здесь, ребята, я не знаю, можно бревна возить цельные, тут, я не знаю, вот пилить их, ложить, то бишь места под вещи очень много, и для меня это очень важно. Под сумки туда, там, тут положил, так положил, сзади там положил. И вот ты сидишь спокойно, у тебя еще место есть под ноги, там как-то тут сбоку разложился, так разложился, все. Это для меня было важно, и я в целом доволен. Кому нужна простота, что-то такое, ребята, я посоветовал посмотреть. Не только, конечно, данная компания делает ПН-дохи, есть и самодельцы, умельцы. Я знаю много, кто занимается. В общем, кто, ребят, рассматривает не регистрат, есть прицеп, есть хранить, где там, не знаю, дача или что-то еще. Вот. Милое дело. Так что вот такие дела, ребят. Особо тут показать, рассказать ничего интересного нету. Вот. Я вот говорю, как собрал, вот банки, весел, вот все такие вот, пожалуйста. Вот она у меня вот так. И ждет на парковочке. Приехал, вещички скидал, поехал. Да, есть и прицеп под нее сделанный, ну, то бишь приобретался. Вот, все как бы четко, все хорошо. Так что как-то так. 40, ребят, бежит на 10 винте, 44 на 11, там 46, ну и 50-52 там на 12 винте. Соответственно, если сюда повесить прошку, то 40 км в час, ребята, она будет ходить чуть больше полгаза. Как-то так. Сейчас прокатимся до речки. Хочу посмотреть малую речку, в каком состоянии. Вода там, говорят, упала. И сейчас можно там пробовать ловить езя. Вот. Сгоняем, посмотрим. Ой, грязище какая идет, ребят. Смотрите, кофе с молоком. Даже видно. Ой-ой-ой. Здесь такая вода, здесь такая. Короче, ух, тут вообще жопа. После дождей прибывать начало. Короче, делать тут нехрен. Жесть, она черная прям. Грязь вперед, все грязное. Даже видно было, заходишь и такая, как знаете, кофе с молоком выходит. Короче, после дождей, видать, где-то давануло хорошо, и вот вода прет. Ну ладно, туда не поедем. Я хотел там до перекатов подняться, посмотреть. Такие дела. Поехали домой, ребятки. У меня для вас есть кое-что интересное. Пришла новая мебель. Пойдемте распакуем, посмотрим. Самому интересно.
Так, ребятки, ну что, я уже дома. В общем, сегодня у нас на обзоре новая мебель. Прибарахлился к летнему сезону. Ну, почему к летнему? Вообще, мебель, ребята, много мебели не бывает. Заставило приобрестись, вообще хотелось третью раскладушку. Потому что у меня есть две раскладушки, многие знают, плюс-минус, какая у меня мебель. Ну вот с этими переездами постоянно. То сюда ребята едут, то я еду. И вот этой третьей раскладушки никогда не хватает. Постоянно надо или довозить, или у кого-то брать. Да и вообще в целом семьей выезжать, жена, дочка, я, а третьей раскладушки нету. Как-то несерьезно. Вот. Ну и потом в целом начал искать. У многих производителей очень, конечно, конский ценник. Потом нашел, ребят, такой адекватный ценник. И я смотрю, есть практически все. Вся мебель разных расцветок, разных комплектаций, в общем, комплектующие и так далее. Ну и, в общем, взял еще один стол, ребята. Стол интересный. Сейчас покажу. Ну и второе кресло. Точнее, третье кресло будет у меня. Одно у меня уже старое. Одно брал в прошлом году. Более-менее так карповое под фидер. Ну и в целом что-то наподобие заказал. Ну, чтобы было. Супруги также. Кто-то ко мне приедет. Ну, чтобы было, в общем. Так что давайте, ребят, начнем распаковочку. Самому интересно. Хотелось это сделать на рыбалке, но думаю, блин, вести эти коробки как-то несерьезно. И дома лучше соберем, посмотрим, приценимся, что к чему и так далее. Поехали. Так, ребят, ну что, приступим. Начнем с раскладушки. В общем, вся мебель, ребят, это от магазина Улов. Так и называется. Заказал я на Озоне. Все пришло, все в коробочках, все четко. Давайте посмотрим. Раскладушечка, ребят, вот сразу такая сумочка камуфлированная. Раскладушка должна быть такого цвета, совершенно верно. Да ладно. Я так понимаю, это подушка, да? Так, поехали. Ну, в общем, все стандартно. Как и все раскладушки собираются. Смотрите, ребят, сразу вижу сумочка. Снизу у нас идет ПВХ. И вот такой плотный материал. Так, на что сразу обращаю внимание. Вот эти вставки металлические. Не помню, ребят, вес 130 или 150 килограмм. Грузоподъемность данной раскладушки. Вот только ножки вот эти. Ну, налево в палатку с Эва полами. Как бы не пойдет. Эти ножки пробьют его полы. Но это мелочи жизни, так скажем. Можно подкладывать. Обычно подкладываю эти крышки, ребят, из-под банок. Так. Раз. Да, вас сразу бросается в глаза, ребята, вот эти выемки. Но обычно они с одной стороны нужны, чтобы было удобней собирать раскладушку. Так, сейчас тут подзажало где-то. Что-то подзажало, ребята. Что-то пошло не так. Сейчас быстренько. Ага, вот, все понятно.
Вылетела заглушка. Вылетела заглушка. В общем, эти не буду ставить. Ваше время тратить не буду, ребят. Все понятно. Прикалывает, что есть такая сумочка. И в комплекте, ребят, подушка. Офигеть. Вот это меня радует. Подушка с одной стороны, да? Вот такая здесь у нас идет липучка. И, пожалуйста, встроенная подушка. Такого я еще, ребят, не видел. Ну, материал крепенький. 1,80 м на, не помню, на 80 или на 75. Что-то такое. Ну, конкретно это для дочки так рассматривал. Но я не знал, что идет сумка встроенная, ребят. Это тоже немаловажно. Сидеть, рыбачить, что-то положить. И подушка. Подушка. Это круто. Это прям бонус. Раз. Два. Отлично. Ну, все покажет в процессе, как говорится, правильно. Эти металлические вставки, потому что у многих идут пластмассовые. Ну и в целом все металлическое. Ну, собрал раскладушку, ребят, так, чтобы уже было, ну, обзор так обзор, правильно? Ну, все стандартно. Вот так получается. Крепится. Здесь органайзер. Ну и сама раскладушка. Все четенько. Материал крепкий. Камуфлированный. Расцветок очень много разных. Если просто, ну, по камуфляжу я немножко больной. Нравится мне. Так что такие дела. Идем дальше. Что могу сказать, ребят? Есть отличия. Столешница более мощная, крепкая. Здесь вот все на саморезиках таких. Там у меня как-то все хлюпенько, а здесь прям красота. Ну и цвет такой красивый. Я бы сказал, этот более надежный. Там столешка такая хлюпкая вся. Здесь она более крепкая. Ништяк. Так, идем дальше. Кресло самое основное, ребята. Давайте так, посмотрим. Ребят, кресло. Вот в таком пакете. Я так понимаю, ребята, еще идет чехол. Вот это круто. Вот это да. Вот это молодцы. Тоже прослойка ПВХ. Соответственно, дождь сильно мокнуть не будет. У меня даже есть от именитого такого бренда, дорогого, кресло. И то шло без чехла. Я искал на Озоне. А здесь, ребят, смотрите, чехольчик. Ну вот это круто. В подарок положили кепку даже. Молодцы. Ничего себе. Ништяков накидали, ребят, смотрите. Поводок, струна, улов с вертлюгами уже. Перчатки, улов. Вот эти, знаете, минус 30, это китайские вот эти. Не, ну это, конечно, жирно. Еще кепочка, ребят, черная. Козыречек такой тут мягкий. И это что? Так, шнур. Плетеный шнур, да? Офигеть. Вот это ход. Кодик на экран, ребят. Если что, YouTube, Валберес, Telegram, Озон. Ну и вот фирменный пакетик. Не, ну это жирно. Это вот этого, ребят, никакой договоренности не было, я вам серьезно говорю. С менеджером я списался, сделал заказ. Потом перевели меня на Озон. Я указал адрес и все.
И через 5 дней заказ у меня. Так, ладно, погнали, ребята. Вот это жир. Вот это кайф, ребята. Так, я так понимаю, раз, раз, раз. Здесь у нас наклон спинки регулируем, защелки. В общем, точно такой же, как у меня. Только ценник, ребята, 2. Отлично. Вот эти элементы в камуфляже. Вообще круто. Так, здесь у нас, ребят, идет перегородка с усилием, да, с усилителем даже. Это немаловажно. Ну и самый жир — это выдвижные ножки. Сами понимаете, берег у нас пологий. Здесь выше. Даже можно эту сильнее, это там больше. Ну и задние тоже. Ну и пятка такая, что тоже хорошо не тонет на пляже, где когда сидишь там или что-нибудь еще. Вот это, ребят, стульчик. Так, стульчик. Еще и с чехлом. Ну-ка. О, вообще класс. Смотрите, да какой расцветок, ребята. Килограмма не помню сколько, ребята, у него. Но у него крепкий. Он хороший, у него этот вес. Под 150, что ли. Ну и вот удвоенный уже усилитель. Вот. Не просто здесь, да, вот пущено, а еще вот здесь запайку сделали. Ну и там тоже. Класс. Я даже сейчас не знаю, на каком буду сидеть, ребята. Жена на этом или тот жене отдам. Здесь тоже такой мягенький, ребят. Приятно для этого. Да, красота. Ну еще и чехол. Офигеть. Ну вот, ребята, такие обновочки. Да, очень все понравилось. И видно по отзывам, что там оценка хорошая стоит. Но я сам сейчас наблюдаю, что реально товары отличные. Просто, ребят, ценник очень удивил. Ценник в наше время, сравнивая там с какими-то известными брендами, там, да, но не буду называть. У ребят адекват ценник, очень много мебели. Я просто удивился. Стульев, столов, кресел, вот подобие такого, раскладушек, просто дофига. Ну и помимо, ребят, мебели, у компании есть также снасти, удочки, катушки. Ну и вы сами видите, отправили вот мне. Ну это очень круто, это бонус, ребят. Это уже, вот это просто вызывает, знаете, какое-то, не знаю, положительное. Потому что в наше время как-то еще все это работает. И ну, реально удивился. Спасибо компании. Компания Улов, интернет-магазин, ребята. Ссылочки оставляю в описании. Озон, Валберес. Обязательно зайдите, посмотрите, потому что знают, спрашивают. Ценник, ребята, адекват. По качеству, на внешний вид сделано все грамотно. Просто вот даже вот эти, знаете, сумочки и подушки, у многих это идет просто как дополнительно, то бишь за отдельную плату, да, а здесь как бы чехлы, блин, я удивился. Ссылка в описании, в закрепленном комментарии, ребят, заходите, очень много всего интересного. Ну, именно кто ищет мебель в палатку, ребят, я думаю, там найдете для себя подходящие варианты. Такой, ребят, сегодня у нас видосик. Всем желаю удачи. У многих уже рыбалка открылась, запреты закрылись. Давайте, ребят, увидимся на рыбалочке. Всем пока. Еще будет.
запись.